Хочу передать слово великолепной, прекрасной Сарантуе, которая приехала к нам в гости. В Монголии ее называют Твицей века и называют еще ее Хатан Дучин. Сарантуя, доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, как переводится эта фраза? Хатан Дучин. Я правильно вообще Ну, произношу? я думаю, что, видимо, в 90-х годах, когда я еще начинала свою музыкальную карьеру, ну, один ведущий так не в попад или как там по ошибке просто так прозвал, ну, вот как Queen, королева, королева, певица, королева, в общем. Но у нас, меня в 95-м году, как раз во время, как ведущий, который читал рекламу, он назвал поп хатхтая, значит, вот поп госпожа, типа. Ух ты. Вот. Ну и так и пошло с этой легкой руки. И поп королева, и поп госпожа, ну, в общем, разные-разные. Но я больше с уважением отношусь к своему титулу как лучшая певица 20 века, столетия. Вот. И это как раз было название, вот этот титул был, я выиграла вот по всенациональному опросу, который прошел в 99 году. И среди всех финалистов я была самой молодой, остальные вот люди Постарше нашего, были, да, да? постарше и золотого века нашего. Вот, ну, конечно, мне крупно повезло родиться в 70-м году и в 99-м, в общем, выиграть титул. И до сих пор, по сравнению вместе с титулом заслуженной артистки Монголии, я тоже люблю, когда меня называют лучшая там певица столетия. Ну, конечно, это приятно. Вы приехали из Монголии, очень прекрасно говорите на русском языке. Скажите, а вообще на каких языках вы поете? Я пою в основном на монгольском, но иногда на английском, иногда на русском и якутском, и иногда на казахском. Ну и тоже иногда тоже на китайском пою. А ваши родители имеют отношение к музыке? Прямого отношения имеют, но как на уровне самодеятельности, то есть как любительской стороны, они очень любили петь. Ну, каждый монгол у нас вообще умеет петь и скакать на коне, да, вот. Поэтому у нас папа тоже хорошо пел. Ну и мама тоже, у нее был очень такой нежный голос. И поэтому я думаю, что в то время все пели, просто мне повезло с тем, что я долго с этим возилась. 32 года. Вот. Сарантуя, вы приехали к нам в Якутск и устраиваете концерт. Скажите, когда и где он состоится? Дело в том, что я потерял маму в августе. Ну вот, и обещалась выступить вот на ее якутской земле. Мама у вас из Якутии, да? Да, она из Якутии, прожила 78 лет. И вот она всю жизнь проработала в сфере просвещения Монголии, работала учителем русского, английского языка. И, конечно, памяти вы да, даете в концерт. честь памяти ее. И концерт называется «Мама, ты всегда в моем сердце». Это будет 24 сентября на сцене Саха-театра. Какие И, песни вы исполните на этом концерте? Монгольские песни в основном, и несколько якутских песен на русском, на английском. Да, и очень весьма признательна тоже нашему Федерации Совета журналистов Якутии госпоже Бочкаревой, Галине Алексеевне и также Корякине Антониде Николаевне за содействие в организации концерта и, конечно, руководству Саха-театра Анатолию Павловичу, да, Анатолию, вот, за то, что вот дали возможность, потому что в такой сезон, пик, когда все хотят выступать, найти театр, это тоже невозможно. Непросто, да, непросто. Мы знаем, что вы много путешествуете, много выступаете, в том числе и у нас. Вот скажите, вот якутский зритель чем-то отличается от монгольского? Мне Может показалось, быть, вы более что... сдержанные в силу Нет, не думаю. географии? Не Нет, да? думаю, не думаю. Когда мы выступали на Исахе вот, и в Горном Улусе, мне кажется, они очень внимательные зрители, очень хорошо слушают. И это чувствуется. Каждая вот нота, да, каждая вот эмоциональные вот штучки, они все чувствуют. И я считаю, что очень внимательный зритель, очень хорошо слушает. И очень музыкальный зритель.
Ну да, мы же тоже, как и вы, монголы, умеем скакать на лошади. Да, с да, детства. и делает даже... У вас же пьют кумыс, да? Мгм. Вот. Скажите, вот, а вы смогли бы принять участие в кулинарном шоу? Если да, то какое ваше кулинарное коронное блюдо? Ну, я бы приготовила бы рыбу. Мгм. Какую? Да. Красную рыбу. Ага, а нашу рыбу вы смогли бы приготовить? Якутскую? Могла бы. Запросто. Запросто. Ну, мама меня научила. Ну, Так что могла бы сделать очень интересную уху или запеченную в фольге, или там под соусом, или как там. ну, все то, что умеет якутская женщина, вы умеете тоже. Огромное Ну, я спасибо. не могу сказать, что все, но Ну, могу. можете. Да. Огромное спасибо вам за участие в нашей утренней программе, за то, что ответили на мои блиц-опросы. Мы ждем всех наших телезрителей 24 сентября на концерте «Великолепный Саранту». И все это будет в Саха-театре, напоминаю.